Здравствуйте, дорогие друзья! Региональная удмуртская молодежная общественная организация КУАРА продолжает работу в рамках удмуртских видеолекций Тубат. Сегодня у нас особенный выпуск, потому что работаем буквально в полевых условиях. Мы в поле на Вавожской земле, пожалуй, главном удмуртском национальном празднике Гербер. И сегодня у нас в гостях в качестве лектора, доктор исторических наук, профессор, уроженка Игринского района, деревни Лунки-Ворцы, Надежда Ивановна Шутова. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Ну и я предлагаю начать с главного, с основного, да, что же такое Гербер и какое место в удмуртской традиционной культуре занимает этот праздник? Ну, хотела бы всех нас поздравить с этим большим праздником Гербером. И, конечно, Гербер имеет очень большое значение, как в древности, так и в наше время, для удмуртского народа. Если обратиться к истории, праздник Гербер, это переводится как «после плуга», в разной локальной традиции, в общем, имел другие названия. Где-то его называли Грон-Бытон, после посевной, где-то Куарсур, праздник зелени, где-то Гусывэсь, то есть моление полевое и так далее. Этот праздник отмечали после завершения посевных работ, до начала сенокоса, когда период летнего солнца, да, какая-то образовалась передышка, период летнего солнцестояния. Поздние традиции его стали приурочивать к празднику христианскому апостолов Петра и Павла 12 июля. Но, конечно же, в общем-то, в те времена он длился несколько дней, даже целую неделю, и имел глубокое религиозное содержание. Потому что в те времена центральной, главной темой этого праздника была общение природы и человека, потому что завершились посевные работы, нужно было возносить благодарственные моления в честь благополучного завершения посевной и обратиться к божествам о том, чтобы был хороший урожай, чтобы обеспечить было здоровье, благоденствие всем членам семьи. И моления проводились, в общем-то, вот на протяжении целых недель. Начинали в семейной, в родовой куале, затем на каком-то большом территориальном капище, на которое съезжали жители десятков окрестных деревень. И там моления проводились вот несколько дней. И в это время молились, конечно, божествам главным. Инмару, божеству неба, который в поздней традиции у нас слился с Иисусом Христом. Божеству погоды атмосферных явлений Куазю и божеству плодородия Кылдысину, который впоследствии слился у нас с ангелом, христианским ангелом-хранителем. Помимо этого молились семейно-родовым божествам. Это хранителю счастья семьи рода Варшуду, божеству родовой территории Мудору и умершим предкам. Вот. Но, в общем-то, уже в советском... ну и, конечно, после молений проходили различные состязания, различные обряды, связанные тоже с символикой плодородия. И, кроме того, конечно, гуляния земляческими коллективами, родственными коллективами, игры и танцы и так далее. В советский период праздники Гербер тоже проводились в каждой деревне, а то и по районам. И, конечно, они имели светский характер преимущественно. Исключение составляли некоторые районы южных удмуртов, где проводились все-таки религиозные моления по традиции. А в основном все проходило под руководством глав колхозов-совхозов, правлений колхозов. И имела тоже, в общем-то, та же идея остается взаимодействия природы и человека, но здесь очень много внимания уделялось человеку труда. Рассказывалось о достижениях сельхозпредприятия, прославлялись самые лучшие доярки, комбайнеры,
механизаторы и так далее. То есть это большое внимание уделялось производственным целям. Из традиционных элементов оставалось заклание бычка, овцы, каша с мясом и трапеза на открытом воздухе. Кстати, главный элемент молений я упустила, дореволюционный. Да. Ну вот, а затем в период перестройки вся система нашей жизни была нарушена, произошли общественно-политические, социально-экономические изменения. Но на каком-то этапе стали активизироваться национально-культурные объединения, и в итоге, в общем-то, пришла идея, что нужно возрождать эти большие общественные праздники. И вот впервые такую идею высказал народный художник Удмуртии Семен Николаевич Виноградов. Эту идею подхватила удмуртская интеллигенция, Министерство культуры Удмуртской республики. Был создан оргкомитет в 1992 году. Вот первый республиканский праздник Гербер был снова возрожден. А в какой земле он проходил? Ну, первый праздник проходил в Волнажском районе, в деревне Кузибаево. В общем-то, подготовка его велась очень активно, с воодушевлением. Подключились все общественные организации, самодеятельные, профессиональные коллективы, союзы художников, композиторов и так далее. И вот в деревне Кузибаево с большим энтузиазмом прошла вся процессия вдоль центральной улицы, вдоль деревни. Потом они перешли на другую сторону реки Варзи. И на возвышении, на площадке, предназначенной для праздника, в самом начале местные жрецы провели в белых нарядах, в головных уборах традиционных, провели моление, обратившись к солнцу с просьбой о плодородии. Ну, нужно уже сразу сказать, что впоследствии, конечно, в 1998 году республиканские моления Гырон-Буттон были организованы в Татарстане. В 2008 году в республике Башкортостан ЛНВС. В 2012 году возродили моление Межа в Кировской области. Затем в 2014 году в Томской области праздник удмуртский или фестиваль удмуртский такой. И они тоже стали проводить регулярно в селе Нижняя Тига Чаинского района Томской области. Возродились и городские герберы. То есть в 1999 году в Ижевске первый городской гербер прошел. Затем в 2015 году, по-моему, в городе Москве. И в 2018 году в городе Санкт-Петербурге. Это говорит о том, что, в общем-то, удмуртский праздник зашагал по нашей стране. И, в общем-то, нельзя сказать, что... Я даже не знаю, по-моему, у других финно-угорских народов не настолько широко празднуется вот такой праздник. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, они тоже развернулись. У меня вот есть вопрос. Мы понимаем же, что Гербер при всем своем каком-то уникальном наборе каких-то особенностей, при всем при этом такой праздник конца весенне-полевых работ, он есть у многих других народов, да? Да. Сабантуй тот же, да, татарский, скажем. А чем все-таки, вот в отличие от остальных, от других народных гуляний, чем отличается Гербер? Какие-то, может, у него есть структурные элементы, какие-то части уникальные? К сожалению, не могу сказать, что я очень внимательно изучала вот праздник Сабантуй тоже, но там тоже есть такая центральная тема, да, что тоже завершение полевых работ, да, тоже заклание барашка, там каша и так далее. Но весь колорит удмуртского праздника Гербер как раз состоит в национальных особенностях, именно в национальном характере удмуртов, в их плясках, песнях. То есть присутствует яркая удмуртскость, использование удмуртского языка, песен, танцев, костюмов, обычаев, которые не присутствуют на праздниках других народов.
У них свои особенности, свои какие-то обычаи, Свой обряды, да. И, конечно, на мой взгляд, большую красочность нашему герберу придавала выставка наших республиканского дома ремесел, районных домов ремесел. То есть это украшение нашего праздника, это наша гордость. И именно эти продукция домов ремесел, высокохудожественные произведения, выполненные в национальном стиле, они именно придавают самый главный, самый большой колорит нашему празднику. И, может быть, даже мы не осознаем, ну, не все, может быть, осознают, приехали, вроде гуляние, вроде праздник, но этот праздник еще, в общем-то, как-то дает нам какое-то, даже после про того, как ты уж уехал с этого праздника, думаю, многим дает какое-то осознание культурной идентичности своей национальной, причастности к этой культуре. И, может быть, в следующий раз люди об этом передают свои впечатления и так далее. Во всяком случае, даже люди другой национальности, которые побывали на этом празднике, им очень нравилось все. И они оставили хорошие отзывы, например, о том, что в отличие от китайского ширпотреба, которое везде продается, и Кока-Кола и так далее, то здесь представлены уникальные произведения искусства. Вот. Надежда Ивановна, а вот какие структурные элементы, какие-то, может, смысловые элементы именно в праздновании, в обрядовой части Гербера можно выделить? Ну, если говорить о тематике, то, конечно, важная часть – это официальная часть, затем развлекательная часть, познавательная, спортивная. Вот в последние годы очень усилилась познавательная часть. Это выставки, например, музейных коллекций, выставки продажи книг, открыток. Но сейчас вот работает у нас площадка Todos Chikua, на которой сидят историки с компьютером, и каждый желающий может подойти и узнать историю своей деревни, время возникновения этой деревни и так далее. И кроме того, для детей она и познавательная, с другой стороны, и развлекательная, когда здесь располагается площадка с песком, на которой проводят детишки раскопки и находят археологические раскопки, да, и находят копии тех вещей, копии средневековых вещей, которые изготовлены средневековыми мастерами, но они копии. И потом при раскопках они это получают себе на память об этом Гербере. Ну а если говорить, вся площадка праздника Гербер ныне структурирована по площадкам. И мне очень нравится, что есть площадка, например, Торшор, почетный угол, на который проходят все официальные части. И кроме того, очень важную часть уже занимает площадка в Ускарони, где продается продукция наших домов ремесел, национальные кушания, национальные угощения. Очень важная площадка Мудор, на которой жрецы освещают кашу. И она считается как-то дань уважения, что ли, нашим старинным традициям, дань уважения обычаям наших предков. Хотя христиане, удмурты относятся отрицательно к этой, вот, скажем, площадке, к этому обычаю. Но, тем не менее, это, мне кажется, необходимый элемент праздника Гербер. А вот мы частично коснулись уже этой темы, хотелось бы вот акцентировать внимание на этом. А чем современный Гербер отличается, скажем, вот от традиционных, там, советских празднований вот этого праздника? Да, в общем-то, можно сказать, ну, тут я, наверное, много скажу. Вот нужно отметить, что в современном Гербере фактически можно выделить 4 пласта. Архаичные, архаичные элементы, которые пришли к нам вот от тех дореволюционных герберов, затем какие-то традиции советского периода, и затем общие правила, способы проведения больших праздников общероссийских, это вот продажа, концерты, гуляния и так далее.
И вот четвертый аспект – это уже постсоветские, новейшие, в том числе вот туда входит познавательная, большая познавательная часть. И различные вот современные эффекты, там, стрельба. Как сегодня фейерверк был, да? Фейерверк, парашютисты, там, еще какие-то такие, но конкурсы красоты, женской, мужской силы и так далее. Вот. Ну и мне кажется, что современный Гербер, он, конечно, во многом утратил свой такой религиозный характер, во многом. Хотя осталась вот площадка, на которой языческие жрецы совершают моления над кашей, обращаются с молитвенными обращениями к природным силам, чтобы они нам помогли в нашей жизни. Вот. И потом совершается общая трапеза с кашей. Ну и кое-какие элементы обрядов в виде театрализованного представления бывают представлены на сцене. Они тоже связаны с дореволюционными традициями. Затем с советского времени у нас вот осталась традиция чествовать наших сельских тружеников. И это очень, мне кажется, большая значимая часть этого нашего праздника Гербер, она должна быть неизменной. Это взаимодействие природы и человека. Сельские труженики – это люди, благодаря которым мы можем пить наши напитки и получать нашу продукцию. И это, в общем-то, получается наша продуктовая безопасность. И поэтому мы должны всегда отдавать дань уважения нашим труженикам. Надежда Ивановна, вот все же, да, мы говорим, что Гербер современный, да, он сочетает в себе напластование разных эпох, дореволюционного, советского, да, а вот Гербер 21 века, вот зачем он нужен? Все-таки какой главный смысл он должен формулировать, порождать? А вот какой концепт он должен нести в себе, как вы думаете? Ну вот вы о значении, да, ведь в целом уже? Да. Да, вот о значении. Конечно, вот то значение, о чем я уже повторяюсь, что взаимодействие природы и человека, оно базовое значение, оно остается и должно быть продолжено в 21 веке. Следующее – это взаимодействие жителей деревни и города. Вот. Это тоже наши базовые взаимоотношения в обществе. Они тоже должны быть гармоничными, и мы должны находить общий язык и взаимодействовать, жители сельские и городские. Базовым является, что это национальный праздник. На этом празднике удмурты демонстрируют свои духовные ценности, культурные ценности. Они показывают свои традиционные наряды, костюмы, обычаи, напитки. В условиях глобализации культуры, интернационализации это важный аспект. Сохранить свою идентичность, сохранить свои какие-то оригинальные особенности на фоне, вот, в принципе, на фоне оккультурации, быстрой и стремительной оккультурации народов. И вот это важное значение, что удмурты должны транслировать свои национальные ценности, элементы своей культуры во внешний мир и заявлять о себе, и показывать свои достижения. И, на мой взгляд, вот то, что на этот праздник приезжают представители других национальностей и зарубежные гости, это во многом может даже предотвратить стагнацию и консервацию удмуртской культуры. Стагнация, когда культура не развивается, а когда есть возможность вот, выезжать на такие праздники, то культура развивается, каждый готовится к этому празднику, а что же нового? И что мы новое, оригинальное можем показать, и с национальной окраской, чтобы это было. Вот. И, в общем-то, получается такой, может быть, интернациональный, межконфессиональный, такой межкультурный диалог.
и о нас узнают больше, потому что потом вот после трансляции каких-то видеоклипов о празднике Гербер в интернете идут отзывы, что какой красивый праздник, какие удмурты молодцы, да, я даже не думала, что так вот может быть, что такое богатое содержание и так далее. И, конечно, праздник, немножко я уже об этом говорила, имеет важное значение для культурной и национальной идентичности удмуртов. Потому что, к сожалению, мы не можем похвастаться высоким уровнем идентичности национальной. И вот этот праздник базовый, он все-таки подспудно, даже косвенно где-то идет процесс воспитания удмуртов, на мой взгляд. То есть люди, приходя сюда, осознают себя, да? Осознают себя, да, осознают и говорят: о, какие вот, оказывается, у нас красивые костюмы, да, потому что там какие у нас наряды и так далее. Вот даже ансамбль прошел в нарядах. Потому что в обыденной жизни все это никто не видит. В обыденной рядовой жизни мы видим что-то по телевизору, но передач очень мало. А здесь мы видим это вот наяву, в природном окружении и так далее. И это большое значение. Все впечатляются, сами удмурты. Например, вот проводится там где-то в Ярском районе, и бабушка какая-то там вот сказала: вот я бы никогда не знала, что, оказывается, вот так все красиво у удмуртов бывает, и столько много людей приехало, столько много гостей. И она, если бы не побывала на этом празднике, она бы даже и не знала этого, у нее даже мысли бы такие не возникли. И второй еще аспект, что это тоже консолидирующий фактор. То есть удмурты из всех районов республики, хотя вот делегации собираются и осознают, что да, нас много. Приезжают люди из удмуртской диаспоры из-за пределов Удмуртской республики, из больших городов. И тоже это важное значение для консолидации удмуртского этноса, который не настолько многочисленный, который очень сильно размывается в силу объективных причин, но и субъективных тоже. Еще я бы хотела сказать, что вот, ну, такой вот, он вроде близко к идентичности, но проводя вот такие праздники, мы как-то формируем какое-то свое удмуртское национальное культурное пространство, которое как-то волнами расходится на всю республику. И вот в этом плане, к сожалению, большому, я вот знаю, что очень многие люди хотели бы на этот праздник приехать, они мечтают. У них нету личного автотранспорта. Но почему не организовать автобусы на этот праздник? Почему? Это было организовано на предыдущих Герберах. А сейчас, ну сейчас, мол, есть свой личный автотранспорт, есть сыновья, внуки могут привезти. У сыновей и внуков свои какие-то интересы. Они не всегда будут спрашивать бабушек, дедушек или своих родителей. Не у всех есть внуки. И нужно, чтобы был организован автотранспорт, потому что такой транспорт организован на, например, Шарканский бык-бык, на варяжскую дружину. Почему здесь нельзя? То есть это наш главный праздник удмуртский национальный. Надо на этот праздник организовать рейсовые автобусы. Ближе к завершению я бы хотел вот, задать такой вопрос, может, немножко провокационным покажется, но тем не менее. Да? Многие, даже в научном поле, критикуют Гербер, говоря о том, что он превратился, ну, в такую карикатуру самого себя. И что, дескать, в таком современном Гербере нет никакого смысла. Это все каламбур и подражательство, и ничего в себе не несет. Что мы можем сказать таким людям? Ну, конечно, можно сказать, что когда праздник проводится из года в год, появляются какие-то штампы, да, какие-то, в общем, базовые вещи, которые остаются. Но я думаю, что в любом мероприятии, в любом празднике базовые вещи должны быть неизменны. Вот мы уже говорили об этих неизменных вещах, неизменных идеях, которые должны в этом присутствовать. Этот праздник ни в коем случае нельзя прекращать,
потому что это единственный праздник, самый большой, самый национальный такой удмуртский праздник. О функциях его мы уже сказали, о его значении в первую очередь для удмуртов. Другие народы могут, конечно, прожить, им, может быть, и не надо, и есть люди всякие среди других этносов, которые, может, недоброжелательно даже относятся. Но этот праздник необходим. С новыми благодаря, смыслами, но необходим. Да? Ну, смыслы остаются, я думаю, базовые смыслы здесь не изменятся. Это взаимодействие природы и человека, объединительные функции всех удмуртов, трансляция достижений своих культур в мир. Конечно, нужно пытаться находить какие-то новшества, какие-то новые, что ли, способы выражения своей культуры, а они и есть. Мы же не продаем прямо аутентичные костюмы. Костюмы с национальной символикой, но они уже немножко другие. Точно так же праздник, он может немножко менять свою окраску. Подстраиваться под современность, да? Да, не подстраиваться, но шагать в ногу со временем трансформироваться. Но базовые должны оставаться эта национальная специфика, его удмуртскость. Говорили вот взаимодействие природы и человека, вот несколько раз я обращаюсь. И необходимость этого, ну, для меня необходимость этого ясна. Все, что я говорила, по-моему, об этом. Надежда Ивановна, вы были сами многократно, как я понимаю, на Герберах, да, и вы участвуете в оргкомитетах при планировании, да, Гербер. У вас есть вот какая-то история, какой-то знаковый момент или в какой-то год вот прямо вам очень понравилось? Ну, какую-то историю жизненную? Каждый Гербер, конечно, имеет некоторую свою специфику, ведь он проводится каждый раз на новом месте, да. Да. И, ну, я отмечу такой факт: угодность праздника высшим силам продемонстрировал Гербер 19 года в Игринском районе, когда повсюду шли дожди и грозы, а площадка Гербера, ни одна капля дождя не упала на площадку Гербера до 4 часов, пока праздник не завершился. Вот этот аспект интересный же, правда. Многие не поехали, решили, что мы не будем под дождем мокнуть там в грязи и так далее. Вот. Но базовый большое народное празднество, оно все-таки Гербер. Спасибо, Надежда Ивановна. Спасибо большое. Я рада была с вами встретиться. Спасибо. Миллиан Уолт Дисней, Багайр Гад, миллиан Микки Маус, Тю-Тю Макши, Энши Милки Уэй, перепечь тонши, Аллах Акбар, Fuck You, Пиры Сен Ю Ягуар, Ю Кумыс, Я Пью Арьян, Каких у себя Герд, Мынберд, Кока-Кола, Мынберд.